Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в презентации первых турецких автомобилей электрокроссовера сегмента SAF-C и электромобиля «Седан». Торжественная презентация прошла на северо-западе Турции в городе Гебзе, провинция Бурса. Сегодня для нашей страны исторический день. Наша мечта превращается в реальность. Долгие десятилетия мы не выпускали собственный автомобиль. Более 100 турецких инженеров работали над проектом, используя отечественные технологии. В районе города Гемлик, провинция Бурса, будет создан новый завод, заявил Эрдоган на церемонии, трансляцию которой вел телеканал НТВ, передает РИА Новости. Перед началом церемонии Эрдоган сел за руль первого турецкого автомобиля «Деврим» 1961 года выпуска, а по ее окончании за руль первого турецкого электрокара. Когда мы вместе, Новый год всегда особенный. Дворец Долмабахче в 2018 году посетили почти 1 миллион человек. В прошлом году в старинных дворцах и особняках Турции побывало рекордное количество туристов. Наиболее востребованным оказался дворец Долмабахче, дворец османских султанов, который находится в европейской части Стамбула. Так побывали почти 1 миллион туристов, причем большая их часть – это иностранные гости. На втором месте популярности оказался дворец Бейлербее, который находится на азиатской стороне Босфора. Его посетили более 120 тысяч туристов. Общая прибыль от экскурсий по историческим особнякам и дворцам, которые курирует администрация национальных дворцов Турции, составила свыше 46 миллионов турецких лир.
Далмабахче расположен в Стамбуле, в одном из самых живописных районов города Бешикташе. Из этого района в европейской части города открывается великолепный вид на Босфор, Босфорский мост, а также сады района Бейоглу. История дворца восходит к середине XIX века, ведь он строился еще по указу султана Абдулмеджида I, который приказал построить новую резиденцию в стиле барокко, которая будет более великой и монументальной, чем лучшие европейские дворцы того времени. До этого в течение долгих лет, с XV века, резиденцией турецких султанов был дворец Топкапы, величайший стамбульский средневековый комплекс, который сегодня является одним из самых известных музеев мира. Дворец Далмабахче был построен всего за 13 лет. Строительство началось в 1843 и закончилось в 1856 году. Строительство обошлось турецкой казне в 5 миллионов фунтов золота, а на украшение интерьеров дворца ушло еще 14 тонн чистого золота и 40 тонн серебра. Дворцовый комплекс за несколько лет разросся до 45 тысяч квадратных метров. Далмабахче стал домом для 6 турецких султанов с 1856 по 1924 года. Последним правителем, чьей резиденцией служил дворец Далмабахче, был халиф Абдулмеджид Эфенди. Специальным указом от 3 марта 1924 года дворец был переведен в ведомство Турецкой Республики в качестве объекта национального наследия. Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель и первый президент Турецкой Республики, использовал дворец в качестве летней резиденции и места проведения особо важных мероприятий. Именно во дворце Далмабахче Ататюрк провел последние дни своей жизни и скончался в своей комнате 10 ноября 1938 года. Кстати, порой у туристов возникает недоумение по поводу того, что все часы во дворце показывают одно и то же время – 9 часов 5 минут утра. Ответ кроется в том, что именно в это время во дворце умер Мустафа Кемаль. С тех пор и до сентября 2007 года дворец Далмабахче был музеем. До того момента, как турецкий парламент вернул ему предназначенный для дворца статус. С 2007 года дворец Далмабахче является официальной резиденцией Турции в Стамбуле. Дворец Далмабахче – самый большой дворец в Турции. В расположенном на огромной площади в 45 тысяч квадратных метров комплексе насчитывается 285 комнат, 46 залов, 6 бань и 68 туалетных комнат. Архитектура дворца сочетает в себе элементы барокко, рококо и неоклассических стилей, смешанных с традиционной оттоманской архитектурой для создания уникального стиля. Внутреннее убранство дворца демонстрирует растущее в то время в Турции влияние европейских стилей и искусства эпохи Танзимата. Традиционная экскурсия по дворцу Далмабахче состоит из 2 частей. Первая – Селамлек – часть общедоступных покоев во дворце, приспособленных для приема гостей и проведения официальных мероприятий. Слово «селамлек» в переводе с турецкого языка означает «место для приветствия». Традиционно селамлек – покои мужчины, хозяина дома. Вторая – гарем – та часть турецкого дома или резиденции, где живут слуги, дети и женщины. Слово «гарем» в переводе с арабского языка означает «запретный, неприкосновенный». Вход в каждую из 2 частей дворца оплачивается отдельно. Вход в селамлек стоит 30 теле, а в гарем – 20. Желающие посетить обе части могут воспользоваться единым билетом, который стоит 40 теле. Экскурсия по дворцу Далмабахче занимает немало времени. Поэтому тем, у кого время ограничено, мы советуем посетить только селамлек, который более интересен и масштабен, а гарем отложить на другой раз. Дворец имеет 3 парадных входа. 2 со стороны города, еще 1 для прибывающих на корабле со стороны Босфора, а всего в комплексе 12 ворот. Билетные кассы находятся со стороны Каботаж.
с торца дворцового комплекса недалеко от трамвайной остановки. Здесь находятся ворота Салтанат Капыши, ворота султана. Еще не заходя на территорию дворца, вы сможете полюбоваться цветочными часами и великолепной входной группой, которой раньше пользовались только султаны и министры. Летом каждый вторник в послеобеденные часы здесь выступает ансамбль мехтеров, традиционный оттоманский военный оркестр, который в остальные дни дает концерты в военном музее имени Ататюрка на Джумхуриет Джаддеси. Второй вход находится по центру дворца. Вход со стороны проспекта, чуть дальше Лебединого фонтана, ворота Хазиней Хаса Капыши, ворота сокровищ. Здесь можно потратить немного времени и посмотреть на развод почетного караула, который проходит каждый час. На территории комплекса находится мечеть Далмабахче, которая была заложена по заказу Валиде Султан в 1853 году, а после ее смерти была достроена ее сыном Султаном Абдулмеджидом. Высота минаретов мечети свыше 40 метров. Перед султанскими воротами дворца расположена еще одна достопримечательность Стамбула – часовая башня Далмабахче. Строительство башни было заказано султаном Абдулхамидом II и закончено в 1895 году. Башня выполнена в стиле нового барокко. Ее высота 27 метров. Экскурсии по дворцу Далмабахче проходят каждые 25 минут. Экскурсоводы работают либо на английском, либо на турецком языках, а сам тур проходит в очень быстром темпе, поэтому любителям неспешно прогуливаться и наслаждаться красотами лучше взять личного гида или ходить самостоятельно. Обратите внимание, что во дворце Далмабахче существует ежедневная квота на количество посетителей не более 3000 человек. Все дворцы и павильоны закрыты по понедельникам и четвергам. Дворец Далмабахче работает с 9 утра до 4 часов дня. Однако билетные кассы закрываются после продажи дневной нормы билетов. Напомним, что стоимость визита в Селамлек 30 теле, в Гарем 20, а абонемент на посещение обеих частей дворца 40 теле. Селамлек – мужская половина дворца, которая еще называется Мабини Хюмаюн. Тут султаны Османской империи занимались делами государственной важности. Первый зал, в который вы попадете, называется Медхал – вход. Тут вам расскажут об истории дворца, приведут статистические данные. Под потолком вы увидите удивительной красоты люстру с 60 ветвями. Исторические посетители этого зала встречались главой протокола дворца и провожались на аудиенцию. Дальше экскурсия пойдет через комнату секретариата, вестибюль и выставочный зал с великолепной коллекцией предметов из хрусталя, фарфора и драгоценных металлов. Потом вы попадете в небольшую дворцовую мечеть и выйдете в холл к хрустальной лестнице, по которой подниметесь на 2-й этаж. Там вас ждет, наверное, самый роскошный зал дворца – зал Сюфера, посольский зал, где послы иностранных государств ожидали встречи с султаном, а находящийся рядом Кырмызы Салону, красный зал, использовался для важных переговоров. В центре зала лежат огромный иранский ковер площадью почти 90 квадратных метров, пара медвежьих шкур, одна из которых была подарена царем Николаем II, а вторая куплена султаном для симметрии. Под потолком висит 2-тонная люстра.
В этой же части дворца расположены покои султана. После этого вас проведут в церемониальному залу Муайеде салону официальный зал. Здесь султан принимал глав государств, проводил официальные церемонии и торжественные мероприятия. В этом зале могло одновременно находиться до 2500 человек. Купол зала поддерживается 56 колоннами, а под потолком висит самая большая и тяжелая люстра в мире – подарок королевы Виктории. В некоторых комнатах дворца висят подлинники известного художника Айвазовского, написанные по заказу султана Абдул-Азиза. За 40 картин с изображениями Босфора художник получил высшую награду империи – орден Османа с бриллиантами. Интересно, что через несколько лет после этого, в знак протеста против резни, устроенной султаном в 1894-96 годах, Айвазовский выбросил этот орден в море. Гарем. Архитектура дворца Далмабахче оказалась уникальной еще и потому, что впервые в истории Османской империи помещения гарема оказались в одном здании с мужской половиной дворца. Интерьеры гарема, конечно же, уступают интерьерам Селамлека в роскоши. Именно тут проходила личная жизнь семьи монарха. В гареме находится множество комнат султана, покои жен, наложниц, наследников и матери, а также розовый зал, где собирались жители гарема, а также мави-салону, место, где в религиозные праздники Валиде Султан принимала жен и фавориток своего сына. Часто внимание туристов обращают на спальную комнату султана Абдул-Азиза, его выполненную на заказ кровать, а также кабинеты и помещения, в которых работал Мустафа Кемаль Ататюрк. Kızım mayalarda bordan göçelim ah. Kaldıra gelin kırkmaları da oradan öpelim. A boynu boncuklu ardı çocuklu gelin ah. Kuyu dibi taşlı olur, öksüz gözü yaşlı olur. Ana baba var emme, yar kokusu başlı olur. Yayla yollarında kaldım yalnız. Ay gelin aman. Eşe dosta malum olsun halımız aman aman aman. Ben varmam oralıya, orada buralıya. Allah nasip eylesin davullu zurnalıya. Ben varmam enekliye, yoğurdu sinekliye. Allah nasip eylesin omuzlu tüfekliye.
zeybek şu dağlara yaslanır, ben yandım. Yağmurda yağar silahlarım ıslanır, hadi gelmiş. Dumanda çökmüş şu yaylanın düzüne, ben yandım. Şahlangırat yol göründü gözüme, ben yandım. Şimdi de söz ve müziği, bestesi kendime ait olan Omar Dayı'nın Katırını söyleyeceğiz. Omar dayımın katırı neyi sarsan götürür. Omar dayımın katırı ne yüklesen götürür. Ne ılaflar duydum ben senin yüzden ötürü. Ne ılaflar duydum ben senin yüzden ötürü. Oldu mu güzelim oldu mu, laf yerini buldu mu? Bize kara bakanlar Allah'ından buldu mu? Oldu mu güzelim oldu mu, söz yerini buldu mu? Bize kötü diyenler Allah'ından buldu mu? Yayla dağı meşeli, dibi mor menevşeli. Yayla dağı meşeli, dibi mor menevşeli. Karşıda kızlar duruyor, elleri ayran şişeli. Karşıda kızlar bakıyor, elleri billur şişeli. Oldu mu güzelim oldu mu, laf yerini buldu mu? Bize kara bakanlar Allah'ından buldu mu? Oldu mu güzelim oldu mu, söz yerini buldu mu? Bize kötü diyenler Allah'ından buldu mu? Bahçalarda balerik, dallarını eğerik. Bahçalarda balerik, dallarını eğerik. Bize yaylalı derler, güzelleri severiz. Bize çadırlı derler, güzelliği severiz. Oldu mu güzelim oldu mu, laf yerini buldu mu? Bize kara bakanlar Allah'ından buldu mu? Oldu mu güzelim oldu mu, söz yerini buldu mu? Bize kötü diyenler Allah'ından buldu mu? Миргүл менен Гүлнара кошуналар. Алар экөө тең мыкты кожойкелер жана ар дайым үйдүн ийгилигине кам көрүшөт. Алар экөө тең үй бүлөлүк каржыны үнөмдөшөт. Бирок ар башкача. Ооба, мен акчаны үнөмдөгөнгө аракеттенем. Ошондуктан чайдын арзаныраагын тандайм. Мен да акчамды туура колдоном. Андыктан туура чайды тандаймын. Алардын ар биринин үйүнө бүгүн кечинде конок келет. Бирок Миргүл үйүнө келгенде алган чайынын салмагы аз, ичи бөксө экенин көрдү. А Гүлнара ишенимдүү чай коюп камына баштады. Миргүл чай сураганы кошунасы Гүлнараныкына чуркады. Көрдүңбү? Кутулары бирдей эле көрүнөт, бирок сенин чайың аз чыкты.
ар дайым салмагы так чайды танда. Анткени чемпион Кения Sunset чайы бул жөн гана жакшы чай эмес, а ар дайым туура жана ар бир кутудагы так салмак. Чемпион Kenya Sunset ар дайым таптак чай. Мевлана Джалалиддин Руми – великий мыслитель и поэт XIII века. Родился в Балхе 30 сентября 1207 года и скончался 17 декабря 1273 года. Он был похоронен в городе Конья в Турции, где он провел большую часть своей жизни. Несмотря на то, что прошло более 800 лет с момента рождения Мевланы, его философия продолжает освещать души и путь людей. Его стихи обращаются ко всем людям, независимо от времени и места. Философия любви Мевланы на протяжении долгих веков привлекает внимание не только турецкого народа, но и всех людей мира разных культур и вероисповеданий. Мевлана оказал влияние на многих деятелей культуры, от немецкого классика Гёте до известного хореографа Мориса Бежара. И это влияние сохраняется и в наши дни. Многие мыслители и писатели разделяют слова известного французского тюрколога Ирен Меликов, которая сказала: «Если все народы переведут на свои языки и прочитают произведения Мевланы, то в мире не останется ни вражды, ни войн, ни мести, ни ненависти». Мевлана говорил: «Мы не сажаем в эту землю ничего, кроме любви. В это чистое поле мы не бросаем другого семени». Послание Мевланы, которое ставило целью посеять среди людей любовь, мир и понимание, в наши дни приобретает особый смысл. Человечество прожило уже 800 лет, а учение Руми как было истинным, так и осталось. Всему, что зрим, прообраз есть. Основа есть вне нас. Она бессмертна, а умрет лишь то, что видит глаз. Не жалуйся, что свет погас, не плачь, что звук затих. Исчезли вовсе не они, а отражение их. А как же мы и наша суть? Едва лишь в мир придем. По лестнице метаморфоз совершаем наш подъем. Ты из эфира камнем стал, ты стал травой потом животным, тайна тайн, чередование том. И вот теперь ты человек, ты знанием наделен. Твой облик глина приняла, о, как непрочен он. Ты станешь ангелом, пройдя недолгий путь земной, и ты сроднишься не с землей, а с горней вышиной. О, Шамс, в пучину погрузись, от высей откажись, и в малой капле повтори морей бескрайних жизнь. – 27 декабря в Кыргызском национальном университете имени Джусупа Баласагына состоялась церемония вручения сертификатов 92 студентам и преподавателям вуза, окончившим первый 4-месячный курс изучения турецкого языка. В торжественной обстановке документы об окончании курса вручили советник посла Турции в Кыргызстане по образованию Харун Карджи, директор турецкого образовательного центра Томер Ахмед Гюзюбол. Отметим, вручена была 1000 сертификатов Томер во всех регионах Кыргызстана. Также состоялось вручение сертификатов в МОК и университете Манас. Томер проводит курсы по обучению турецкого языка на начальном, среднем и высоком уровнях в Кыргызстане с 1997 года. За этот период турецкий центр обучения выдал более 50 000 сертификатов учащимся, успешно сдавшим экзамены. Менин атым Айчүрөк, фамилиям Дөөлөталиева, физика жана электроника факультетинин физика окум технологиялары жана табияттануу кафедрасынын доценти. Биз ушул Томер курсун сентябрдан баштап ушу декабрдын аягына чейин 4 ай аралыкта окудук. Бул түрк тилин үйрөнүү кыргыздар үчүн жеңил болуп эсептелет экен да. Себеби түрк тили менен кыргыз тили бири-бирине жакын экен, көпчүлүк сөздөрү окшош экен. Бул түрк тилин үйрөнгөндө көп деле кыйынчылык туудурган жок.
бул түрк тилин үйрөнүүдө бизде Бүлөнд Карауулан мугалимибиз үйрөттү. Бүлөнд Караууланга ушунчалык бизге жакшы, жөнөкөй тил менен үйрөткөндүгү үчүн биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ушул Төмөр курсун уюштурган жетекчилерге дагы биздин чоң ыраазычылыгыбы жаңы жылдын астында ушул курсту бүтүрүп атып, бардыгыңыздарды келе жаткан 2020 жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, тынчтык 2020 жылы чыгармачылыкты алып келген, үй бүлөк ынтымак алып келген жылдардан болсун. Бардыгыңыздарга жаңы жылыңыздар менен биз түрк тилини севиyoruz. Рахмат, teşekkür ederim. Поздравляю вас, вы получили сертификат изучения турецкого языка. Даньков моя фамилия. Я работаю в Национальном университете в планово-финансовом отделе. Teşekkür ederim за поздравления, конечно. Спасибо большое. Очень приятно за организацию вашего праздника, за поздравления. Очень приятно. Спасибо огромное. Значит, перед Новый год двойной праздник получается для вас, да? Да, двойной праздник, да. Очень радостно, очень приятно. Такая обстановка праздничная, нарядная. Спасибо большое. Сколько языка знаешь, столько национальность считается, да, люди? Да, в принципе, да. Для общения это, конечно, нужно всегда. А языке что можете сказать, знание языка? О турецком языке? В общем-то. Вообще о знании. Ну, у нас, во-первых, я хочу сказать, очень хороший преподаватель. Это Булент Бей, очень хороший. Он так преподает хорошо, объясняет очень хорошо, то есть понятно. Вообще турецкий язык, он красивый язык, звучный язык, певучий язык. Я и пошла на курсы только из-за того, что вот язык очень мне понравился. Вот. И, ну и для общения все-таки все равно. У нас тут очень много тоже и турков, и очень интересно общаться. Это же все-таки мировоззрение и кругозор это расширяет, поэтому как бы вот для этого. Вы труднялись, когда начали изучать? Затруднялась. Мне было трудно, потому что я как бы русскоязычная. У меня корни здесь, кто заканчивал киргизскую школу, девочки, вот на этот, они как бы им полегче было. Но мне помогали, и группа помогала, и преподаватель помогал, они меня поддерживали, они, то есть помогали, это все. И еще появляется возможность смотреть турецкие сериалы на телевидении. Да, мультфильмы, сериалы, да, общаться, говорить что-то, да, вы правы, в этом вы правы. Еще хотели воспользоваться случаем ваши новогодние поздравления нашим телезрителям. Я, конечно, дорогие кыргызстанцы, я поздравляю всех с Новым годом. Желаю, конечно, счастья, особенно желаю мира всем, здоровья, благополучия и всего-всего доброго, ярких эмоций, ярких событий и приятных событий. И пускай у вас у всех будет все хорошо и в семье, и на работе, и везде. Спасибо. Спасибо большое.
После летнего сезона стоит особое внимание уделить питанию и увлажнению кожи, чтобы восстановить ее и вернуть сияние и свежий внешний вид. Для этого нужно не только регулярно ходить к косметологу, но и ухаживать за кожей лица в домашних условиях. Я помогу подобрать подходящую линейку домашнего ухода с учетом индивидуальных особенностей и нужд. Приходите обязательно, давайте бережно относиться к лицу и любить себя. Ваш косметолог Татьяна Альбицкая.